Недельная глава Балак. В этой главе говорится о двух великих пророках. Один еврей Моисей, второй язычник Валаам. Валаам Гой – это язычник, пророк с большим эгоизмом, желанием получать, как и все язычники, находящиеся в грешном состоянии нечистоты, желание получать, пишет Раби Шауль в послании Галатам 2:15, говоря: «Мы по природе иудеи, то есть народ святой, а не язычники-грешники». Мессия учил, чтобы не уподобляться этим язычникам, что если что-то они делают, то только с той намерением, чтобы опять потом получить 2 или в 3 раза больше. Моисей еврей – это большое желание отдачи, альтруизм. Он отказался от египетского сокровища и земной славы, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное эгоистическое греховное наслаждение, пишет Раби Шауль в послании евреям, 11 глава, 24-25 стих. Но Валаам возлюбил мзду неправедную и был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица проговорила человеческим голосом, остановила безумие пророка, пишет Раби Шимон в своем втором послании, 2 Петра, 2 глава, 15-16 стих. Этот языческий пророк желал жить эгоистической жизнью на этой земле, а умереть смертью праведника он хотел. Он выражает: «Да умрет душа моя смертью праведника, дабы после смерти наследовать рай». Но так невозможно, сказал Авраам. «Чадо, вспомни, что ты получил уже добро твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Луки 16 глава, 25-26 стих. Итак, глава говорит, что языческий царь и языческий пророк пытаются проклять народ Божий. Но на этот раз это не получается. Но потом языческий пророк Валаам научит, как это нужно сделать, чтобы проклятие пришло на Израиль. Проклятие, говорит Каббала, это эгоистическая сила, то есть человек, который попадает под эту власть, находится на пути проклятия. Апостол Петр говорит о них так: они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия, для которых Бог их чрево, они мыслят о земном, их конец погибель, говорит Раби Шауль Филиппийцам 3:19. Так сыны Израиля были обольщены и вкусили жертвы языческие идолопоклонства, и за это были истреблены. Так будет истреблена всякая плоть, для которой Бог их будет их чревом. Они будут есть мерзость, говорит Исайя 66 глава с 15 по 18 стих. Господь с огнем и мечом произведет суд над всякую плотью. Те, которые едят свиным мясом, ищи мерзость, все погибнут, говорит Господь. Проклятие придет на нашу землю, говорит Исайя, 24 главе 5-6 стихе, если мы будем изменять заветы и нарушать Божьи законы. Машиах Иешуа сказал, что те, кто называются именем Его, но своей жизнью они нарушают закон, будут прокляты. Матфея 7 глава, с 21 по 23 стих. А также все, кто не имели желания отдачи, дел милосердия к ближнему, будут прокляты и изгнаны с нашей планеты Земля. Матфея 25 глава. Поэтому, чтобы нам избежать проклятия, мы должны соблюдать Тору. Посредством ее мы научимся действовать с желанием отдачи и сможем вернуться в отцовский дом. Да, благословит нас Господь в соблюдении Торы Его, чтобы мы во Христе соблюдали ее именно в духе, в совершенной любви и отдаче, и таким образом мы сможем
достигнуть небесной обители, как сказано в Откровении 22:14.